Ауду билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Как меня слышно? Есть ли звук? Есть ли картинка? Напишите, пожалуйста. Слышно ли, видно ли? Кто присоединился? Отпишитесь, пожалуйста. Угу. Хорошо, альхамдулилля. Слышно прекрасно. Тогда начинаем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух. Уважаемые гости, коллеги, мы рады видеть вас сегодня на презентации нашего учебно-методического комплекса, который называется «Новый метод преподавания таджвида». После окончания выступления вы можете задать свои вопросы в чат, я постараюсь реагировать на них, читать и отвечать. Так. Начнем со знакомства. Наша работа является соавторской вместе с моим супругом Зайнудиновым Дамирджан Хазратом, имам-хатыбом Московской соборной мечети. Но сегодня я буду выступать одна. Давайте я вас познакомлю с собой. Меня зовут Закирова Гульназ Накиповна. Я являюсь выпускницей Казанского высшего мусульманского мадресе Мухаммадия по специальности исламский шариат и арабский язык, а также филологического факультета Казанского федерального университета по специализации татарский язык и литература, а также Российского исламского института по направлению теология. Имею 9-летний стаж преподавания на курсах по основам ислама и правилам чтения Корана. Наш учебно-методический комплекс «Новый метод преподавания таджвида» является итогом 7-летней работы. Это не лабораторная книга, а полевое исследование, которое началось в 2015 году. В январе 2023 года милостью Всевышнего мы отпечатали первый тираж с помощью издательского дома «Медина», но, несмотря на это, работа не прекращается, и по сей день мы продолжаем развивать наш учебный комплекс дальше, редактировать и улучшать его. Как вы видите на слайде, мы получили отзыв и одобрение на издание от муфтия шейха Равиль Хазрата Гайнуддина. Учебно-методический комплекс рецензирован преподавателями и научными сотрудниками Московского исламского института и Центра исламских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. В марте 2023 года мы презентовали нашу работу в стенах Московского исламского института, где подробно познакомили участников конференции с научным аппаратом, с историей зарождения, рассказали о том, как возникла идея, какой путь мы прошли в ходе составления данной работы, познакомили с особенностями методики. Но сегодня мы решили чуть-чуть сократить эту вступительную часть и миновать историю. Кому интересно послушать, как зародилась идея, какие пути мы прошли, то может посмотреть эту запись, которая имеется на YouTube-канале нашей школы и также на моем канале, через который сейчас ведется трансляция. Но сегодня мы решили акцентировать внимание именно на практической стороне данной работы, то есть познакомить аудиторию именно с методикой, что же нового мы предлагаем, то есть почему учебный комплекс имеет такое странное название «Новый метод преподавания таджвида». Что же нового мы можем предложить, ведь учебников по таджвиду огромное количество. Новый метод преподавания таджвида – это объемный по содержанию и многогранный по использованию комплекс. Он представляет собой трехтомный комплекс, но представленный в 4 частях. Он поделен для удобства на части. То есть общий объем страниц – это 700. Да, то есть для того, чтобы не носить с собой в течение года, а то и 2 учебник объемом 700 страниц, мы его поделили на части для удобства пользования.
Первый том – это в правом верхнем углу вы видите голубенькая книжечка, это арабский алфавит и введение в науку таджвид. Это первый том, по которому мы учимся первые 2 месяца, изучаем буковки и знакомимся с историографией науки таджвид. Второй том представлен в 2 томах, он также поделен для удобства на первую часть и вторую часть, так как объем их по 200 страниц, то есть каждая книга около 200 страниц. И последняя часть, 4-я часть, это 3-й том, рабочая тетрадь к основному курсу. То есть последние 3 книги, они используются параллельно. Учебник и проверочная часть. Сейчас я вам расскажу подробно о каждой этой части, о их структуре и какую методику мы используем в преподавании. Как вы видите, дизайн обложек разного цвета, но в едином стиле. Это было сделано специально, то есть мы выбрали вот такой вот подход, ассоциативный подход в обучении, да, каждая часть учебного комплекса связывается в сознании ученика и учителя с определенными правилами. То есть голубая книжечка – это у нас первый том, да, в котором находится арабский алфавит, второй том – оранжевая часть, второй том, первая часть – это оранжевая книжечка. Там уже мы переходим к основным правилам таджвида. И красный том – это рабочая тетрадь. То есть ассоциативно ученик берет нужную часть, ему не вчитываясь название тома. То есть мы уже как бы для себя, например, запомнили, что красная часть – это домашнее задание, и автоматически берем с полки нужную нам книгу. Далее. Вы спросите, в чем же новизна вашего учебного комплекса и актуальность этой работы? Для чего же нужна еще одна книга по таджвиду? И что нового мы в нее внесли? Вот это слово «новое» хотелось бы разъяснить более подробно. В каждой вещи есть основы и есть второстепенные. То есть в основах никакого новшества, изменений быть не должно и не может быть. То есть таджвид – это наука, точнее, таджвид – это те правила, с которыми был ниспослан Коран через ангела Джибриля, пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. По этим правилам читали Коран сподвижники, читали праведные предшественники, то есть по цепочке Коран дошел до нас по правилам таджвида вот в течение этих 15 веков. Эти правила неизменны, то есть в них никаких новшеств нет, но могут быть новшества во второстепенных вопросах, то есть в внешнем обрамлении этих правил, то есть те методики, те научно-технологические какие-то инновации, которые используются, они могут меняться со временем. И мы в своей работе использовали достижения современных научных технологий и новейших педагогических методик. Исламские дисциплины, мир не стоит на месте, как мы знаем, и в последние годы мы это видим сейчас. И стар, и млад, и бабушки, и маленькие дети пользуются смартфонами, планшетами, гаджетами, то есть это наша реальность. И кругом нас окружают информационные технологии. В образовании внедряются инновации, то есть у кого есть дети-школьники, знают, что очень многое переведено в информационное пространство. Конечно, здесь есть и плюсы, и минусы, но мы должны использовать во всем плюсы, то есть брать для себя что-то лучшее и внедрять. И исламские дисциплины в целом, и наука в таджвид в частности, они нуждаются также в современных разработках с внедрением научных технологий и использованием новейших педагогических методик. Занимаясь теоретической и практической деятельностью, мы пришли к выводу, что имеющиеся пособия по таджвиду и другим исламским дисциплинам, они уже не до конца соответствуют запросам современного общества. Нужны новые разработки. И таким образом мы осмелились взять на себя такую ответственность и попробовать представить читателям, ученикам, учителям науку таджвид в новом обрамлении, то есть с использованием современных технологических инноваций и новейших педагогических методик. Мы используем всесторонний подход к обучению. Таджвид – это не сухая теоретическая наука. Также нужно добавить, что таджвид, почему именно таджвид? Таджвид – это наука, которая занимает важную роль в системе мусульманского образования. Это то, с чем в первую очередь сталкиваются те, кто приходит учиться на воскресные курсы. То есть все начинают изучать арабский алфавит, учатся читать Коран.
И таджвид – это не сухая теоретическая наука, она смежна с другими дисциплинами, такими как ахляк, нравственность, то есть тафсир, толкование Корана, хадисоведение, грамматика арабского языка, психология. То есть очень много наук, которые которые пересекаются с наукой таджвид. И учитель должен грамотно использовать все эти инструменты для достижения нужного результата. Что же мы еще внедрили? Какие же новшества можно обозначить, введенные нами в наш учебный комплекс? Это мотивационные материалы, это использование ассоциативного обучения. Была раскрыта историография науки таджвид в первые 5 веков по хиджре, то есть как эта наука зародилась, кто стоял у ее истоков. Были записаны фонограммы к упражнениям, составлены фонетические диктанты, подготовлены электронные тестирования в Google формах, составлены красочные презентации, рабочая тетрадь для проверки знаний. Это огромное количество карточек для дополнительного чтения. Представлен этикет по отношению к Корану и проведен сравнительный анализ 3 изданий Корана. И нужно подытожить это все, сказав, что наш учебный комплекс, он удобен как для офлайн преподавания, так и для онлайн занятий. А еще лучше сочетать офлайн занятия с онлайн технологиями. Обо всех этих пунктах мы сегодня с вами, иншаллах, расскажем более подробно. Перейдем дальше. Какие же педагогические принципы мы использовали при составлении учебного пособия? Конечно же, лучшим учителем для нас является пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И составляя УМК, мы пользовались теми же принципами, которыми пророк, саллиллаху алейхи вассалям, воспитывал своих последователей, и сочетали их с современной дидактикой и инновационными технологиями. Об этих принципах можно прочитать в первом томе. Кто уже имеет учебное пособие на руках, могут ознакомиться с хадисами, с этими педагогическими принципами более подробно в начале первого тома. Это в первую очередь принцип от простого к сложному. Это использование междисциплинарного подхода. Это принцип наглядности, который выражен в таблицах, схемах, рисунках, иконках. Это воздействие на различные механизмы памяти согласно принципу прочности усвоения навыков. Это и визуальное оформление, и письменные задания, и аудиоматериалы. Систематичный контроль успеваемости в виде самостоятельных и контрольных работ. Также это структурированная подача информации согласно принципу систематичности и последовательности, и принцип функциональности, отраженный в сочетании теории и практики. То есть наш учебник – это не только теория, в большей степени это практический учебник, направленный на то, чтобы ученик отрабатывал свое чтение. Конечно же, в своей работе мы ссылались на классические труды по таджвиду. Среди них нужно отметить и наших отечественных авторов, таких как, например, кандидатская диссертация Аганиной Гульчиры Рашидовны, орфоэпия рецитации Корана, это Лебедев Владимир Васильевич, учусь читать Коран по-арабски, это Харисова Галима Ханум, чтение священного Корана, это Аляудинов Ильдар таджвид и другие. Ну, из зарубежных авторов, конечно же, мы в первую очередь ссылались на Аймана Рушди Суэйда. Вы видите его книгу «Ат-таджвид аль-мусауар», иллюстрированный таджвид на экране. Далее. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, нам завещал: «Яссиру валя туассиру, вабашширу валя тунаффиру». Облегчайте и не осложняйте, радуйте и не отвращайте. Так вот, если на сегодняшний день имеются такие технологии и возможности для того, чтобы более эффективно преподавать ту или иную науку, то нужно внедрять эти инновации и в исламские дисциплины в том числе для достижения лучшего эффекта. Их нужно внедрять, разрабатывать и популяризировать. Теперь давайте перейдем к каждой части учебного комплекса по отдельности. Меня хорошо слышно, я надеюсь, да? Иншаллах. Так, ну, вначале было хорошо. Надеюсь, и сейчас также. Продолжим. Перейдем к каждому тому более подробно. На экране вы видите первый том вот в таком вот обрамлении, в голубых оттенках. Используем татарский орнамент, такие вот классические рисунки. И первый том у нас является вводным курсом.
В нем представлен арабский алфавит и введение в науку таджвид. То есть из 9 модулей первые 8 модулей направлены на изучение арабского алфавита. За основу изучения арабского алфавита взят известный труд татарского богослова и педагога Ахмада Хади Максуди, Муалим Сяин. Я думаю, все этот учебник знают, все с ним работают. На наш взгляд, это самая удобная методика обучения арабскому алфавиту. Муалим Сяин переводится как «мой второй учитель». Но мы дополнили немножечко его метод, то есть современными разработками. То есть мы расписали теоретическую часть, разработали упражнения на закрепление, записали фонограммы, добавили письменные задания для выполнения дома. Но за основу взята та методика, которая была составлена уже более 100 лет назад Ахмадом Хади Максуди Муалим Сями. Эта методика выдержала огромное количество изданий, переизданий. Она очень удобна для изучения. Более подробно я к ней еще перейду. И 9 модуль, то есть первые 8 модулей – это арабский алфавит, и 9 модуль – это введение в науку таджвид. Это история становления и развития науки таджвид и фундаментальные труды по таджвиду. Далее. Идем непосредственно к тому, из чего у нас состоит первый том, каким образом выстроен материал и как мы по нему ведем обучение. Нужно сказать, вот здесь я оглавление, к сожалению, не отсканировала, модульная система представлена в учебнике, то есть несколько тем объединяются в один модуль. Как правило, это 3-4 параграфа. Вы видите в начале каждого модуля вот такую красивую рамочку. В первом томе, в начале каждого модуля вы видите вот такую синюю рамочку, внутри которого содержится какой-либо аят или хадис, то есть мотивационный материал. И внизу вы видите краткое оглавление, в котором вы можете ознакомиться с тем, что вас ждет в этом модуле. Важным элементом в обучении является воспитательная часть. То есть, как мы вначале сказали, таджвид – это не сухая теоретическая наука. Учитель должен грамотно использовать междисциплинарную связь. И в частности, здесь с ахляком, с короноведением, с хадисоведением пересекаются наши уроки. Эти мотивационные материалы, которые необходимо использовать в начале урока, направлены на актуализацию нашего урока для того, чтобы и учитель, и ученик настроились на плодотворную работу. К тому же эти мотивационные материалы, они подобраны по определенным образом. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, пользовался каждым удобным случаем для того, чтобы посеять в умы своих сподвижников зерна благонравия. И также учитель должен использовать каждую возможность для того, чтобы передать своим ученикам не только теорию, но еще частички какие-то, заложить зерна нравственности, благонравия. По какому принципу отбирались эти аяты и хадисы, которые использовались в качестве мотивационного материала в начале урока? Большинство из них подбирались с целью мотивации ученика к обучению, получению знаний, передаче знаний. Напоминается о достоинстве чтения Корана, о различии уровня знающих и незнающих людей. Также мотиваторы направлены не только на ученика, мотиваторы помогают также и учителю, ведь он тоже обычный человек, и порой он тоже устает или бывает выгорание. То есть эти хадисы, они направлены также и для учителя, для того, чтобы он помнил о той великой миссии, которую он несет, о награде, которая ожидает тому, кто обучит другого человека чему-то благому, тому, кто оставит после себя знания. То есть эти мотиваторы, они не только для ученика. Дальше. После того, как мы актуализировали урок, то есть на это затрачивается 1-2 минуты для того, чтобы прочитать аят, сделать из него какой-то краткий вывод. После этого мы настроились с вами на плодотворную работу, и после этого мы переходим к теоретической части. То есть до того, как показывается письмо,
упражнение, которое мы все с вами знаем из Муаллим Сяни, мы дополнили ее теоретической частью. Каждой букве арабского алфавита дается ее, ну, скажем, дается ее понятие по артикуляции, то есть откуда буква зарождается, каким образом она произносится, и дается сравнительная фонетика с русским и татарским языком. Нужно отметить, что в первую очередь, конечно же, при составлении учебного пособия мы ориентировались на русскоязычную и татароязычную, больше сказать, тюркоязычную аудиторию. Поэтому примеры в качестве сравнения выбирались из этих двух языков. Иногда мы приводили слова из английского языка, когда не было возможности привести из данных языков какой-либо пример. То есть сравнительная фонетика, она важна на начальном этапе при изучении любого языка, то есть звуки сравниваются с родным языком. Это та методика, которую использовал Ахмад Хади Максуди, то есть Муаллим Сяни – это мой второй учитель, а Муаллим Эуаль – это первый учитель. То есть шакирты сначала изучали буквы своего родного языка, Муаллим Эуаль – первый учитель, и затем уже переходили к кораническому чтению, это Муаллим Сяни, мой второй учитель. Так вот, мы дали каждому звуку его теоретическую часть, то, откуда эта буква произносится, и с помощью студии Mart Design были отрисованы вот такие вот картинки, то есть они являются авторскими, сделаны на заказ. Здесь вы видите на примере буквы «нун», дается ее понятие, местом артикуляции звука «нун» является ротовая и носовая полости. То есть на экране вы видите картинку, где обозначено одновременно волны звуковые, откуда они идут. То есть носовая полость, видите, волны идут через нос, и точка во рту, где кончик языка прикасается к верхнему небу в области десны и образует смычку, то есть махрач буквы «нун» – это ротовая и носовая полости. Здесь нужно отметить один момент. Данные картинки не успели, они не были готовы, когда мы отпечатывали первый тираж. Сейчас они у нас готовы, альхамдулилля. Они будут включены обязательно в последующие тиражи, но тем, кто приобрел учебники первого тиража, они также доступны в дополнительных материалах по QR-коду. Я вам сейчас об этом подробнее расскажу, где находятся дополнительные материалы, то есть презентации, в которых все эти информации, они содержатся. Дальше, после того, как мы дали ученику теоретическую часть по махраджу, по артикуляции, мы переходим уже к письму, то есть то, каким образом буква пишется. Как известно, в арабском языке выделяют 4 формы написания буквы. Это отдельная форма, начальная форма, серединная и конечная форма. Начинающие изучать арабский алфавит путаются в письме, то есть они не знают порой, как соединить буквы между собой или не могут отличить границы букв. Для этого, исходя из своего опыта, видя, что ученики не могут разобрать, где одна буква начинается, где она кончается, мы придумали такую систему выделять буквы на начальном этапе обучения разными цветами. Черным цветом обозначена основа буквы, красным цветом обозначены соединения буквы между собой, то есть соединительные элементы, и зеленым цветом обозначен хвост буквы, который она приобретает в конце слова. Также к написанию буквы дана аналогия, да, то есть дается информация о том, имеет ли эта буква схожие на нее в арабском алфавите. И вы здесь видите, да, написано буква «нун» соединяется с обеих сторон, пишется над строчкой, отличается одной точкой над буквой, имеет аналогию в начальной и серединной форме начертаний со следующими буквами: буквы «Б», буквы «Т», «С», «Е». И даны указания, в каких уроках эти буквы содержатся. В конце слова и в отдельном начертании опускается под строчку в виде изящного овала. То есть помимо того, что мы даем визуальное оформление буквы, также еще и расписана ее характеристика. Эти картинки также были отрисованы ребятами из Mart Design.
Далее, еще одним новшеством нашего учебно-методического комплекса является то, что к нему составлено огромное количество дополнительного материала. Где же все эти файлы хранятся, вы спросите. Если вы перевернете учебник, то есть его обратную сторону, на обложке каждого тома имеется QR-код. Этот QR-код отправляет читателя в файловое хранилище Яндекса, Яндекс.Диск. На него загружены папки с файлами, то есть каждому тому отдельный QR-код и отдельные папочки с дополнительными материалами. Условно можно сказать, что весь наш учебно-методический комплекс переведен в PDF-формат и может использоваться для удаленного обучения. То есть в идеале нужно использовать и учебник, и дополнительные материалы. Вы видите, да, в красный квадратик выделена вторая папочка, которая называется «Поурочная презентация». Каждому параграфу учебного комплекса составлены презентации согласно принципу наглядности. Вы можете видеть на слайде, что из себя представляют эти поурочные презентации. Они направлены на зрительное восприятие, так как 80% информации мы получаем через глаза. Ну и, конечно, презентации, они экономят время учителя, ему не обязательно писать на доске, например, написание буквы, да, то есть выводить красиво буквы, либо же, например, не хватает времени на то, чтобы написать на доске, можно использовать эти поурочные презентации. Во многих учебных заведениях имеются проекторы, с помощью которых можно выводить презентацию на экран. Если же такой возможности нет, то эта проблема решается очень легко. Ученики открывают каждый со своего смартфона презентацию, и ее можно листать на уроке. Либо же презентацией можно пользоваться дома, когда ученики возвращаются домой, они, как правило, все понимают, но через несколько дней информация начинает забываться. И вот тут на помощь нам приходят вот эти дополнительные материалы красочные. Пролистав презентацию, очень легко можно восстановить в памяти то, что рассказывал учитель на уроке. Вот вы здесь видите отрывки из разных уроков, что из себя представляют презентации. Также в некоторые презентации были включены материалы, которые не вошли в учебник. Почему? Потому что верстка учебника, на самом деле, это очень трудоемкий процесс. Верстка нашего учебного пособия длилась более 2 лет, то есть почти 3 года материал находился на верстке у дизайнеров, то есть объем большой, таблицы, арабские тексты, очень много чего. Верстка длилась очень долго, поэтому каждая наша правка, она приводила бы к тому, что макет сдвигался, его нужно было переверстывать и так далее. Поэтому некоторые материалы нами были включены в презентации, которые находятся на Яндексе, но они, например, не вошли в учебник. Но от этого только плюсы, то есть ученик пользуется и материалом в учебнике, и материалом презентационным. Далее, то есть каждая буковка, каждый параграф имеет вот такую поурочную презентацию. Далее, теперь, после того, как мы дали ученику информацию о том, откуда рождается звук, дали ему информацию о том, как эта буква пишется, где ее основа, где ее ручки, которыми она соединяется с соседними буквами, теперь нам нужно перейти от теории к практике, нам нужно вот этот мост проложить. Это очень важное звено, потому что именно здесь теряется очень много учеников. Теорию они понимают, писать они вроде бы умеют, но к чтению они перейти не могут. И здесь нам нужно им помочь. И для того, чтобы им помочь, мы дополнили Муалим Сяни некоторыми элементами. Как видите, на экране приведено упражнение на букву Ф. Что вы здесь видите? То есть, во-первых, дана транскрипция этих слов, и вы видите QR-код на полях. Давайте посмотрим. То есть это те же самые упражнения, которые мы с вами все читаем. F, if, u, f, if, u, fem, fen и так далее. Но к ним была составлена еще транскрипция. И, конечно, транскрипция – это двоякий вопрос. С одной стороны, нужна ли она или не нужна? Здесь на основе своего опыта мы пришли к тому, что транскрипция все-таки нужна. Опять-таки потому что, возвращаясь домой, занимаясь своими бытовыми делами, в суете-сует, до следующего урока, когда проходит целая неделя, ученик подзабывает информацию. И он старается прочитать то, как он запомнил, либо же
мы обратили внимание на то, что когда ученикам дается вот на начальном этапе, мы говорим именно про изучение алфавита, когда дается текст без транскрипции, они все равно от руки карандашом эту транскрипцию пишут, чтобы как-то запомнить материал. И мы обращали внимание, как же они эту транскрипцию пишут, и пришли к такому выводу. Ну, во-первых, все используют русскоязычный алфавит, да, потому что как бы это наш родной государственный язык, отталкиваются от русского алфавита. Дальше буквы, которые специфичные, арабские, которых нет в русском языке, они пытаются заменить какими-то другими буквами, да, то есть как они примерно слышат, так они эту транскрипцию и пишут. И вот здесь вот мы на основе опыта, вот именно, еще раз повторюсь, что эта работа составлялась 7 лет, она не просто составлялась, она постоянно проходила апробацию, то есть каждый урок мы приносили распечатки и перепечатывали их, то есть на основе вот этого нашего опыта мы пришли к тому, что транскрипция на начальном этапе изучения алфавита нужна, особенно возрастным ученикам, для того, чтобы им облегчить вот этот процесс. И так как русский язык, да и вообще любой другой алфавит не отображает полностью произношение арабских звуков, были заимствованы 8 дополнительных знаков из тюркских алфавитов. То есть эти буквы, они знакомы, скажем так, если мы возьмем общее тюркское пространство, да, то эти звуки, они знакомы. Это мягкий звук х, м, то есть звуки, которые имеются в тех или иных языках. И ученики, когда мы им предоставили вот такой вариант транскрипции, довольно-таки быстро в него входили. Почему мы не использовали принятые уже в лингвистике, в арабистике варианты транскрипции, когда используются точки над буквой, подчеркивание, например, ха с точкой, там буквы К подчеркнуты, мы обратили внимание, что ученикам гораздо проще использовать родные для них буквы, нежели запоминать, придумывать новые. И в арабском языке, как вы знаете, есть твердые и мягкие буквы, а твердость и мягкость мы передавали через соответствующие звуки а, и твердый и мягкий знак. То есть это такой наиболее понятный вариант транскрипции для вот той целевой аудитории, на которую рассчитана. Да, еще раз, если вот вернемся, то смотрите, ну, и еще есть апострофы, да, которые обозначают хамзу. И QR-код, который имеется на полях. Что же это за QR-код? По QR-коду находятся фонограммы, записи, которые также хранятся на Яндекс.Диске. Как же им пользоваться? То есть важным элементом в обучении любому языку является аудирование. Это умение слышать и воспринимать речь на слух. Упражнения из Муалим Сяни мы записали в студии. Они имеют все аудиосопровождение с помощью QR-кода. Испокон веков Коран изучали из уст в уста, воспринимая от учителя звучание каждой буквы. Смотрели учителю в рот и воспроизводили звуки, подражая ему. Эта форма передачи знаний, она сохранена и по сей день. То есть курсы при мечетях, мадресе, начальный этап обучения чтению Корана проходит именно в таком формате. Но у этой методики есть лишь один минус, когда ученик приходит домой, рядом с ним нет учителя, который еще раз бы ему прочитал. И он может подзабыть пройденное на уроке. Ведь информация для него новая, язык необычный, некоторые звуки, они специфичные, они отсутствуют в наших родных языках и они выговариваются с первого раза. И к тому же, то есть у него нет возможности вспомнить звучание этого звука еще раз. И для того, чтобы заполнить этот пробел, в методике преподавания таджвида мы использовали современное достижение науки в виде фонограмм и QR-кодов. Средства связи, смартфоны, планшеты, они позволяют ученику в любое время прослушать произношение звука и отработать свое чтение, подражая чтецу. Прослушать их можно следующим образом. Необходимо открыть камеру смартфона, то есть камера, которую мы фотографируем, делаем видеозаписи, открываем эту камеру смартфона. После того, как мы ее наведем, вы видите на средней картинке показывается, что камера считывает QR-код и выдает веб-адрес, то есть адрес, где хранится эта фонограмма. Нужно пальчиком нажать на этот адрес, и он нас перебросит на Яндекс, где хранится этот файл. То есть вот на третьей картинке вы видите ВК урок 4.4, упражнение 14, чтец Зайнудинов, формат MP3. То есть у вас дана информация об упражнении, которое вы хотите прослушать. Нажимаете на play, и вы можете прослушивать это упражнение столько, сколько вам необходимо для усвоения. То есть фонограммы, они выполняют у нас вот такую функцию. Здесь нужно отметить, что
Фонограммы. Также фонограммы у нас находятся в папочке, то есть по QR-коду, если вы наведете QR-код, вы можете увидеть папочку со всеми фонограммами, записанными к первому тому. То есть каждому тому имеется отдельная папочка. Зайдя в эту папку, можно увидеть все файлы, которые прилагаются к учебной части. Здесь нужно отметить такую вещь. В нашем учебном комплексе ученик услышит чтение 3 разных чтецов. Первый том «Арабский алфавит» записан одним голосом, упражнения, задания основного курса записаны вторым голосом, и суры 30-го джуза записаны третьим голосом. Для чего нужны были разные чтецы, спросите вы, ведь можно было сделать проще, один человек бы все записал. Это было сделано целенаправленно для того, чтобы ученик привыкал к разным голосам, то есть к чтению разных людей. У каждого своя интонация, своя манера чтения, скорость чтения. Ученик таким образом понимает, что нужно привыкать слышать разную скорость и разный стиль чтения. К тому же, если это будущий учитель, то ему в будущем придется слушать своих учеников, то есть воспринимать их чтение на слух и исправлять их ошибки. К тому же, если ученик привыкнет лишь к одному чтецу, к медленному чтению, то ему будет сложно затем успевать следить за чтецом, который читает более быстро. То есть у нас есть разные стили чтения. Это медленное, среднее и быстрое чтение. Арабский алфавит записан медленно, так как ученики только учатся воспринимать информацию на слух. Упражнения и задания основного курса записаны чуть быстрее. Здесь ученик понимает, что можно читать чуть быстрее, это как бы ориентир для него, что не всегда нужно вот так вот медленно читать, можно и чуть побыстрее, то есть ускоряться. И суры 30-го джуза, они также записаны более медленно для того, чтобы ученик, который заучивает суры, который отрабатывает свое чтение, он слушал более комфортно. Дальше. И имея все эти записи, ученик чувствует себя комфортно и психологически, так как он знает, что при выполнении домашнего задания у него всегда будет возможность вспомнить звучание тех или иных звуков, прослушать чтеца, потому что у некоторых возникает паника, когда они забывают или сталкиваются со сложностями. Далее. И мы надеемся, что данный элемент, который мы ввели в преподавание таджвида, облегчит ученикам их путь в освоение этой науки и приблизит их к Корану, снимет психологический барьер страха перед арабскими буквами. Следующий слайд. Вы видите отработка чтения. После того, как мы прочитали упражнение из Муалим Сени, мы предлагаем ученику отработать чтение на дополнительных карточках. В своей работе мы уделяем большое внимание на отработке чтения. Каждому уроку, каждой букве всего УМК, каждому уроку, каждому правилу таджвида составлены дополнительные карточки для чтения. Потому что только отработка чтения искренним стремлением и усердием достигается мастерство. Невозможно стать искусным чтецом, прочитав несколько примеров. Для того, чтобы читать бегло, красиво, легко, необходимо это чтение нарабатывать, а для этого нужен материал. И мы предлагаем этот материал. Иногда нас спрашивают, а вы гарантируете ли, что вот пройдя ваш курс обучения, там человек научится что-то? На самом деле мы такой гарантии никому не даем, мы лишь предлагаем методику, следуя которой ученик действительно может достичь. То есть здесь как бы обоюдный процесс, да, то есть мы предоставляем информацию, ученик должен ее брать. То есть какая бы методика хорошая ни была, если ученик не учится, толку от этого не будет. Но мы предоставляем эти инструменты, которыми он может пользоваться, которыми может пользоваться учитель. Ему не придется ломать голову, где же мне взять материал, где же мне найти дополнительную информацию. Вот буквы прочитали, информация кончилась, что же дать им еще прочитать. То есть мы постарались решить вот эти вопросы с помощью вот таких вот интерактивных материалов. На самом деле вот этот один QR-код,
который находится на обложке учебного пособия, он позволяет загрузить огромное количество информации в файловое хранилище, которое в свободном доступе. Всю эту информацию можно скачать себе на компьютер, на телефон, можно на Яндекс себе загрузить, то есть зарегистрировать почту на Яндексе и сохранить себе все эти файлы. Эти интерактивные материалы, они удобны и для нас, как для составителя, потому что мы в любой момент можем добавить что-то или проверить, подредактировать, в отличие от печатного издания, когда, если книга в печать ушла, уже в нее ничего не добавишь. Поэтому современные технологии, они позволяют использовать, вот скажем так, выжать максимум, как можно так выразиться, да, то есть нужно пользоваться не только в TouchWiz, а и для других дисциплин тоже. Далее мы говорим про отработку чтения. То есть невозможно стать искусным чтецом, прочитав несколько примеров. Чтение нужно нарабатывать, его нужно отрабатывать, и для этого составлены материалы. Вопрос, где же хранятся эти материалы? В том же Яндексе. То есть сканировав QR-код на обложке учебника, ученик попадает в две папки. Это карточки со словами из урока и карточки для дополнительного чтения. В первой карточке это примеры из Муалим-Сяни. Те слова, которые у нас имеются в уроке, они все переведены в PDF-формат. Презентация выполнена постранично, то есть на каждой странице один пример. И вы видите пример того, как ученик дома занимается. То есть можно на смартфоне, на планшете открыть эту презентацию и листать ее, прочитывая каждое слово. Презентации выполнены, то есть использован крупный шрифт для того, чтобы зрение ученика не напрягалось. Также выбран желтый фон, потому что он смягчает, то есть смягчает для глаз экран. То есть все презентации у нас выполнены вот в таком стиле, в едином стиле. Также эти постраничные слайды способствуют концентрации внимания ученика на примере. То есть каждому уроку записаны по 100 примеров. То есть на каждый модуль составлены по 100 примеров, каждому правилу составлены по 100 примеров для отработки чтения. И если отрабатывать чтение из урока в урок, прочитывать все слова, которые даются в этих презентациях, то вы очень быстро увидите, что разница между учеником, который читал и который не читал, она очень огромная. Как Аллах Та'аля в Коране говорит, разве равны те, которые знают, и те, которые не знают? То есть мы можем сказать, разве равны те, которые читали дома, и те, которые не читали? То есть, используя все эти дополнительные материалы, на самом деле мы помогаем ученику достигнуть легкого беглого чтения. Этими карточками можно пользоваться. Это были у нас слова из урока. Дальше следующий слайд. Этими карточками можно пользоваться как дома, так и на уроке. На этом слайде вы видите карточки для дополнительного чтения. То есть чем они у нас отличаются от предыдущего слайда? Здесь даны слова из урока, которые есть в учебнике, а карточки для дополнительного чтения – это слова, которые в уроке не встречаются. То есть это слова, которые были составлены специально, отдельно, они были выбраны из словаря, то есть каждому буковке, каждому модулю составлялись таким образом, чтобы соблюдался вот этот принцип, который заложил Ахмад Хади Максуди от простого к сложному. То есть там принцип идет как снежный ком, да, то есть буковки наращиваются друг на друга, незнакомые буквы не встречаются, а предыдущие, они все повторяются. То есть мы исследовали этому принципу и продолжили его метод вот в таким, скажем так, современном виде. Для дополнительного чтения приводится 100 примеров на каждый модуль. То есть этими карточками можно пользоваться и на уроке, и дома. Их можно смотреть в разном варианте. Можно смотреть их странично, можно вот так вот в виде ленты их листать. То есть как ученику удобно, так ими можно и пользоваться. Мы пользуемся ими на уроке со смартфона. То есть каждый ученик открывает на своем смартфоне. Для удобства преподаватель может заранее скинуть презентацию в группу. Я думаю, уже у всех преподавателей есть группа, чат в WhatsApp или в Telegram, где он общается со своими учениками. То есть перед уроком учитель может отправить этот файл для того, чтобы они все сразу перешли на нужные ему карточки, да, и таким образом отработали свое чтение. То есть, потому что если сканировать, каждый начнет нажимать, это немножечко занимает времени, легче открыть его из чата. Далее.
После того, как мы с вами отработали чтение с учениками, мы знаем теорию, знаем, как звук произносится, как пишется, прочитали Муалим Сани, отработали карточки, даются письменные задания, которые он должен выполнить дома. Целью этих заданий является закрепление и освоение арабского письма. То есть с помощью этих упражнений на транслитерацию слов из арабицы на кириллицу, из кириллицы на арабице, соедините стрелочками транскрипцию с арабским текстом, или, например, последнее задание – это фонетический диктант, где по QR-коду нужно прослушать аудиозапись, 5 слов, да, и написать на слух, как человек услышал эти слова. То есть с помощью этих заданий мы закрепляем письмо, то есть как ученик соединяет буквы между собой, как он усвоил материал. На самом деле эти задания интересны, они разнообразны, и ученики обычно с удовольствием их делают. После того, как ученик выполнил письменное домашнее задание, ему предлагаются вопросы для повторения, для того, чтобы закрепить теоретическую часть. На эти задания нужно ответить письменно, но на этом только не заканчиваются у нас вопросы. Мы предлагаем ученикам также Google-тесты. Прежде чем перейти к Google-тесту, нужно сказать, что по QR-коду имеется такая папочка, в которой папочка номер 1, в которой находится инструкция к дидактическим материалам. И среди них есть такая презентация, которая называется «Инструкция к тестам», где представлен алгоритм, то есть каким образом нужно проходить Google-тестирование, потому что если человек никогда с ним не встречался, ему будет сложно, куда нажать, как посмотреть свои ответы. Поэтому прежде чем перейти к тесту, необходимо посмотреть инструкцию, как пользоваться этими тестами. Далее, после того, как ученик посмотрел эти тесты, мы предлагаем ему пройти еще тестирование. То есть каждой буковке у нас составлен тест, каждому правилу составлен тест. Тесты находятся в отдельной папочке по QR-коду. Папка номер 5, написано «Тестирование в Google формах», том 1. Открыв эту папку, вы увидите файлы вордовские. Пока что мы другого варианта не нашли, каким образом можно разместить все эти ссылки, но система работает. То есть, открыв нужный файл, например, урок 1.3, тест на букву Ра, нажав на этот файл, ученик переходит то есть ему открывается файл, скажем так, да, в зависимости от телефона, от смартфона, планшета или на компьютере он может быть его открывать, то есть у него оформление может быть разным, но суть будет одна. Там написано задание и будет голубая ссылка, на которую нужно нажать, либо мышкой нажать, либо пальчиком легонько прикоснуться. И вот здесь вот я увеличила, когда нажав на эту ссылку, у него появится такое маленькое окошечко «Открыть ссылку». То есть нужно нажать на эту кнопочку «Открыть ссылку», и он идет непосредственно в тесты, Google-тесты, где ему необходимо заполнить свои данные, фамилия и имя, почту или телефон ничего вводить не нужно, фамилия, имя достаточно. И затем ему предлагается ответить на вопросы. Вопросы как теоретические, так и практические, то есть нужно внимательно читать вопросы, отвечать. Там, где вопросы, один ответ выбрать один, где несколько, нужно выбрать несколько. И в конце он выбирает кнопочку «Отправить ответы» и смотрит, сколько он баллов получил. Мы предлагаем, тесты можно проходить многократно, у них нет никакого ограничения, то есть до победного, пока он не наберет 100 из 100, то есть полностью не ответит правильно. Опять-таки, тот, кто на вопросы отвечает, уже он будет теоретически более подкован. Далее, после того, как мы изучили весь алфавит, то есть вот каждый урок выстроен у нас вот по такому принципу, да, то есть характеристика звука, ее написание, отработка чтения, пример из Муалим Сани, дополнительное чтение, прослушивает фонограммы, отвечает на вопросы, заполняет тесты и завершается это все контрольным чтением. Урок 8.4, где ученику предлагаются карточки для чтения со словами, которые ему не встречались в уроке. То есть задача учителя распределить эти карточки и раздать ученикам, проверить то, насколько они готовы к уроку. Также имеется итоговая контрольная работа в Google-тестах. Опять-таки, то есть там по всем буквам, там где-то 50 вопросов, если я правильно помню, по всему теоретическому курсу. Далее
Девятый модуль, то есть первые 8 модулей, они направлены на изучение арабского алфавита. 8 модулей – это 8 уроков, то есть в каждом модуле по 4 буквы. За 2 месяца мы изучаем арабский алфавит, в нем 28 букв, то есть первый урок он вводный, поэтому здесь немножечко 7 на 4 – это 28, один урок вводный. За 8 уроков мы изучили арабский алфавит, и 9 урок – это историография науки таджвид. Как вы видите, здесь имеется на полях также QR-код, по этому QR-коду вы можете посмотреть красочную презентацию, которая составлена к этому уроку. По ней у нас был проведен вебинар в прошлом году, тема очень интересная. Но, то есть ученик может посмотреть презентационный материал к теоретической части вот этого параграфа 9.1. Параграф 9.2, он больше для специалистов, то есть для учителей. Ученикам он будет немножечко непонятен. Здесь приводится список фундаментальных трудов по науке таджвид в начале, то есть в начале, на заре науки таджвид, то есть первые 5 веков, 10-15 веком по григорианскому календарю. Далее учебник завершается такой вот табелью успеваемости. Сюда можно ставить оценки ученикам, да, то есть если кто-то работает с подростками. Но здесь нужно сказать, мы не работали с детьми младше 12 лет, мы не знаем, как они будут усваивать эту информацию. От 12 лет есть у нас практика, учатся у нас подростки, дети есть, и девочки, и мальчики, то есть старше 12 лет хорошо понимают, работают, ответственные. До 12 лет у нас вот такой вот практики нет. Если кто-то проведет такой эксперимент, как бы можете поделиться затем его результатами. То есть проставляются сюда оценки, какие-то комментарии учителя, табель успеваемости. Ну, это аналог дневника, который в школе у нас был. Да? Дальше, тематический план. Это также важная вещь для учителей особенно. То есть учебная нагрузка, сколько часов на какую букву, на какую тему уделено. Тематический план имеется в конце каждого тома, то есть каждому тому тематический план есть общий, вот вы видите табличку общий на весь комплекс и выделен желтым цветом, например, к вводному курсу. Далее, и вы спросите, да, где же приобрести такое учебное пособие? Вы можете приобрести его через онлайн-школу. Мы сегодня проводим вебинар через нашу онлайн-школу таджвида и арабского языка, которая называется Калам University. Вы можете заказать книгу, написав на номер, который видите на экране. Стоимость учебного пособия из 4 томов 2500 рублей, доставка включена в стоимость. То есть мы отправляем либо транспортной компании ДПД, либо Почтой России, в зависимости от того, где есть пункты выдачи. В среднем доставка 1 неделя. Вот то, что мы отправляли, плюс-минус несколько дней. И если вы хотите записаться на обучение в нашу онлайн-школу, пройти обучение по нашей методике, то вы видите номер телефона на экране, отсканируйте, может быть, вам эта информация пригодится, либо вашим знакомым, близким, если кто-то хочет обучаться. Курсы у нас длятся 10 месяцев, то есть вот эту программу мы обучаем в течение 10 месяцев. Группы у нас раздельные, для мужчин и для женщин отдельно, то есть, соответственно, мужчинам преподают хазрат, с женщинами мы работаем. Можете записываться с июня, у нас запись открыта на июнь, то есть группа формируется. Далее. Я надеюсь, вы не устали. Как ваши дела? Интересно ли вам? Отпишитесь, пожалуйста. Не устали ли вы меня слушать? Угу. Хорошо. Дальше. Мы предлагаем также пройти курс обучения для преподавателей, потому что был такой запрос. То есть если учителя хотят пройти интенсивный курс по этой методике, мы предоставляем такую возможность. Для записи также нужно нам написать на этот номер. Если группа сформируется, мы можем открыть такую группу для учителей интенсив, где курс 10-месячный мы пройдем за 3 месяца с нагрузкой в 6 академических часов в неделю, то есть нужно будет в 2 раза больше приложить усилий, но зато на 7 месяцев быстрее. И по стоимости этот курс будет, конечно же, стоить чуть дороже. Если есть желающие, также можете отскринить этот экран и написать нам. Мы будем рады обратной связи от учителей.
Далее продолжим. Далее. Хорошо, спасибо, что не устали. Продолжим. Значит, мы познакомились с вами с вводным курсом, научились читать буквы, альхамдулилля, познакомились с историографией науки таджвид, далее основные термины, то есть введение в науку таджвид, узнали, что такое фард кифая, фардуль айн и прочее. После этого мы переходим уже к основному курсу. Основной курс у нас представлен в 3 книгах, то есть второй том первая часть, второй том вторая часть и рабочая тетрадь к этим 2 частям. Эти части, они используются параллельно, то есть ученик, приходя на урок, он приносит с собой и красную книжку, и основной курс, либо первую часть, либо вторую часть, то есть домашнее задание плюс учебник. Далее. Давайте же посмотрим, из чего состоит у нас этот основной курс. Ну, начнем с содержанием. Те, кто уже получили учебник, они, наверное, обратили внимание на то, что содержание, порядок тем немножечко отличается от классических, от общепринятых. То есть если мы возьмем учебники, то они, как правило, идут блоками. То есть 5 правил нон-сукуном, правила мат, правила мим-сукуном, затем какие-то правила идут в разброс. В нашем учебном пособии принцип того, как правила составлялись, немножечко отличается. Почему? Опять-таки возвращаясь к тому, что наша книга является не лабораторной, а полевой. То есть на основе своего опыта мы пришли к выводу, что вот эти темы сначала нужно дать ученику, затем нужно дать вот эти темы. То есть мы отталкивались от того, какие минимальные правила он должен сначала научиться, затем каким правилам нужно перейти. То есть вот на основе вот в течение этих 7 лет мы проводили вот эту перетасовку правил. То есть мы и так их ставили местами и смотрели, то есть на основе того, как сделать так, чтобы ученик побыстрее, скажем так, научился читать Коран, и он не боялся чтения Корана, чтобы он мог сразу читать маленькие аяты Корана, у него не было страха. То есть порядок тем отличается. К этому принципу я еще вернусь. То есть темы вводились по частоте употребления, чтобы ученик мог читать максимально простые и легкие аяты из Корана. На основе чего опираемся на аят Корана, как Аллах Та'аля нам сказал: «Бисмиллахир-рахманир-рахим, факрау ма таяссара миналь Кур'ан». Так читайте же то, что легко вам из Корана. То есть мы старались следовать этому принципу, то есть облегчить то, как же ученику прочитать маленькие аяты, чтобы снять с него этот психологический барьер того, что Коран читать сложно, страшно, буквы, правила непонятные. Принцип от простого к сложному. Это тот метод, который заложил Ахмад Хатим Максуди. Мы следовали вот этому принципу, использовали этот метод и развили эту тему дальше. То есть основной курс мы выстраивали на основе своего опыта, но следуя вот этому принципу. Далее, продолжим. От простого к сложному. Да? То есть если посмотрим оглавление, то первой нашей темы следующие: это мат, танвин, таждид, определенный артикль, лунные буквы, солнечные буквы, васлирование, тамарбута, затем следуют знаки остановки и тема вакфа, форма изменения окончания. То есть это минимально необходимые правила для того, чтобы прочитать самые простые аяты, самые легкие аяты, в которых минимальный набор правил. То есть вот первые 3 модуля учебного комплекса, если вернемся еще раз назад, да, посмотрим, то есть первый модуль, второй модуль, третий модуль, это вот эти перечисленные правила. То есть работая над этими правилами, уже через 3 модуля ученик читает простые маленькие аяты, и он чувствует себя радостным на самом деле. Когда они справляются с выполненной задачей, вот этот барьер перед тем, что Коран читать сложно, он снимается, иншаллах. Далее, структура основного курса каким образом выглядит. Этикет по отношению к Корану. Это тоже, скажем так, новая информация для учебников таджвида. Каким образом она у нас была введена. Также несколько параграфов объединены в модуле, и в начале каждого модуля есть такое мини-оглавление, то есть ученик видит, с чем он знакомится, то есть учитель видит, какие темы его ожидают в этом модуле. И под модулем, скажем так, расположен в такой вот красной рамочке этикет по отношению к Корану. Эти нормы этикета были взяты
из тафсира имама Аль-Куртуби, который жил в XIII веке. Те принципы, которые он вывел, этикеты, высказанные им более 700 лет назад, они остаются актуальными по сей день и несут в себе также воспитательную функцию. То есть вот эта функция воспитания, она проходит красной нитью по всему учебному комплексу. То есть в начале модуля, в основном курсе, мы даем этикет. Ну, например, да, вот этикет номер 8, 8-й модуль. Если в этом нет никакой крайней необходимости, то нельзя время от времени прерывать чтение Корана обыденными речами, отвлекаться на что-либо, телефон, телевизор и прочее. Чтение Корана – это общение с Аллахом, и не подобает прерывать свое общение с Ним. Желательно останавливаться перед началом нового аята, читая каждый аят по отдельности. Об этом нам сообщила супруга пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Умму Саляма, когда ее спросили о том, как он читал Коран. То есть дается информация о том, каким образом мы должны относиться к Корану. Читая Коран, не прерываться на обыденные вещи. Далее, после того, как мы обсудили этот этикет с учениками, мы переходим уже непосредственно к параграфу. Так же, как и в вводном курсе, в начале каждого урока у нас следует актуализация. Это мотивационный материал, выделенный вот в такую рамочку изречений праведных предшественников, либо же хадисы, аяты Корана, они также, эти элементы, они также призваны развивать эстетический вкус, то есть придают красоту учебному пособию, мотивируют к обучению, конечно же, да, к обучению, преподаванию. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху нам говорил, что лучшие из вас это те, которые изучают Коран и обучают ему. То есть непрерывный процесс, а изучаем и обучаем. И напоминаем о достоинстве получения знаний. То есть вот здесь вы видите аят «Робби зидни ильма», «Господи, приумножь мои знания», да, из суры Таха. Далее, после того, как мы актуализировали урок, следует название параграфа и его теоретическая часть. Ну, здесь 8-й модуль начинается с такой темы «Сабабуль мад», причина удлинения гласного звука дольше обычного. Идет теоретическая часть, разъяснение языковых процессов. Да? Здесь вы также на следующем слайде видите пример, например, урок «Таждид». Что такое таждид? От какого глагола он произошел, что обозначает. И в красную рамочку в каждом параграфе выделено правило, то есть которое ученик должен заучить. Ну, правилом его, может быть, это не правило, может быть, тезис для заучивания. То есть явление удвоения согласного звука в арабском языке называется таждид, а сам значок шадда. То есть это то, что ученик должен заучить из этого параграфа, железно знать в любое время, то есть его спросить, и он ответит на этот вопрос. Далее. После того, как мы разъяснили теорию, дается таблица, разъяснительная таблица, в которой представлен пример, дается его транскрипция, и с помощью цветов обозначены буквы, на которые нужно обратить внимание. Ну, в данном случае здесь что у нас написано? Ассимиляция «эль» при присоединении к солнечным буквам, то есть тема «алидам шамси». «Эш-шамсу», да, видите, написано на арабском, артикль выделен красным, солнечную букву зеленым, и в транскрипции таким же образом. То есть в основном курсе транскрипции используются только вот в этих табличках уже, когда нужно дать разъяснение примера. Далее транскрипция в аятах, в упражнениях, она уже нигде не используется. Продолжим. После того, как мы дали разъяснили на примерах, рассмотрели таблицы, также к каждому уроку таджвида, то есть не только к арабскому алфавиту, но и ко всем другим правилам у нас составлена поурочная презентация. Опять-таки вы ищете их по QR-коду на каждом томе, то есть какой вам урок нужен, на обложке этого тома вы и ищете эту презентацию. Здесь нужно отметить, что некоторые презентации дальше 9-го модуля я пока не успела подгрузить. Ну, я думаю, до этого еще время есть, то есть не успеваю немножечко загрузить материал, но это поправим. То есть если вдруг вы откроете папочку и там не увидите, не бойтесь, скоро я все загружу. Вы видите папку по урочной презентации, открыв ее, вы дальше видите PDF-файлы, например, по урочной презентации тадждид. Открыв ее, вот я вам здесь предоставила файлы, каким образом эти
поурочные презентации выглядят. То есть они красочные, написаны крупным шрифтом для того, чтобы и тем, у кого плохое зрение, было хорошо видно. Потому что в учебнике иногда шрифт бывает мелкий, можно что-то не увидеть. Презентация выполнены вот таким вот крупным шрифтом. Дальше. Посмотрели мы поурочные презентации, освоили тему, и после этого также у нас следуют карточки для отработки чтения. То есть отработка чтения, она тоже у нас проходит красной нитью, потому что учебник не теоретический, он направлен на практику, потому что именно наша цель – научиться читать Коран. А для того, чтобы его научиться, нужно это чтение отрабатывать. И мы предоставляем вот эти материалы, которые способствуют тому, чтобы ученик научился читать Коран. Иншаллах, по милости Всевышнего. Мы на это надеемся. В основном курсе уже использован коранический шрифт, то есть если в вводном курсе мы использовали круглый сукун, да, который является классическим для любой арабской литературы, в основном курсе уже идет сукун коранический, который выглядит как головка от буквы Х, то есть ученик уже плавно переходит к кораническому стилю. Здесь можно задаться вопросом, а почему нельзя было сразу коранический шрифт? Мы хотим, то есть эта цель была также специально сделана, чтобы ученик сначала научился читать с классическим суконом, который является общим для любой другой литературы, то есть читая любую другую книгу, хадис или еще что-то, где есть огласовки, там будет круглый сукон. Или, например, дуа, когда читает, да, ученик, в интернете он какие-то картинки скачал, то там везде будет круглый сукон. А коранический сукон, он является как бы специфичным именно для Корана. Упражнения даны согласно мединскому изданию, то есть Сауди Басмаса, саудийское издание. Также примеры для отработки чтения в основном курсе, они взяты из Корана. И ученик, читая из урока в урок, эти слова для него становятся знакомыми. Если, представляете, да, каждому уроку по 100 примеров из Корана, если он прочитывает и отрабатывает, то уже перейдя к чтению Корана, он большинство этих слов уже на слух знает, он уже их встречал, он уже их читал. То есть вот эти карточки, вроде бы это маленький элемент, одно слово, два слова, но 100 слов на каждый урок ученик отрабатывая, он легко затем переходит к чтению Корана. Далее, отработали мы с вами чтением. Какой еще элемент введен? Это сравнительный анализ 3 изданий Корана. Каждому параграфу дается табличка, вот такая разноцветная, где написано Мединское, Казанское, Стамбульское издание. То есть мы сравнивали 3 издания Корана, потому что в своей практике мы встречались, что ученики читают разные издания. И обратили внимание, что внешне, то есть устно все эти правила читаются одинаково, но в шрифте, в написании имеются отличия. То есть в графическом оформлении этих правил есть отличия. И когда мы увидели эту разницу, мы решили провести этот сравнительный анализ, и результаты которого в виде вот сканов, то есть мы сканировали вот примеры из всех этих 3 изданий и разместили их вот в эти таблички, потому что ученики читают разные издания. Казан Басмаса, Стамбул Басмаса, да, и Сауди Басмаса. То есть вот эти 3 издания, они наиболее распространенные на территории России и стран СНГ. И также дается описание, то есть помимо того, что предоставлены сканы, также дается описание в различиях, то есть чем отличаются правила в этих 3 изданиях. Далее, после того, как мы отработали, значит, новое правило на карточках, просмотрели сравнительный анализ, конечно же, нам нужно поработать и с учебником. То есть не только все в интерактивном формате проходит, работаем также с учебником. Даются упражнения, которые, как снежный ком, нарастают. То есть сначала легкое, устные упражнения, да, например, видите упражнение 7, прочитайте слова с лунными буквами, нужно прочитать по одному примеру. Далее упражнение 12 уже посложнее, когда у нас васлируются слова, и упражнение 14, здесь уже предоставляются аяты, то есть маленькие аяты из Корана. Составляя учебный комплекс, мы в большинстве случаев, то есть максимально старались выбирать аяты из 29 и 30 джузов. Максимально старались, когда не было нужных примеров, то есть мы их искали в остальных частях Корана. Почему именно 29 и 30 джуз? Потому что это маленькие суры, с которых начинается обучение, с которыми
ученики знакомятся на начальном этапе обучения. То есть суры 30-го джуза мы заучиваем, 29-й, 30-й джуз это начинается с суры Мульк, да, то есть эти маленькие суры, они читаются в намазе и в нашей жизни, то есть используются в молитвенной практике. Дальше. QR-коды. Вы видите стрелочку на QR-коды, то есть упражнения имеют озвучку. Они записаны, также отправляют ученика на Яндекс.Диск. То есть такой же принцип, как и в вводном курсе. То есть если ученик научился работать, ученик-учитель научился работать с вводным курсом, основной курс составлен примерно по такому же принципу, то есть за исключением в различиях каких-то домашних заданий. Дальше. В учебнике дается, то есть теоретическая информация, упражнения для закрепления темы, и затем дается ссылка на домашнее задание. Эта ссылка оформлена вот таким вот образом. Выполните домашнее задание 1.6, 1.7 и нарисован домик. То есть под домиком подразумевается красный том, домашние задания и проверочные части. Они у нас находятся в этой последней книге, в 3-м томе. То есть в оранжевой книжке домашних заданий нет. Там находится теория и то, что мы отрабатываем на уроке. А домашние задания, они выведены в красную книгу. Далее, после того, как ученик сделал письменное домашнее задание, опять-таки мы отправляем его в Google формы, потому что ему нужно закрепить свою теорию. Заходит он по QR-коду в папку, находит тестирование в Google формах, выбирает нужный ему урок и также переходит в файл, где он выполняет тестирование. Нужно также отметить, что тесты учитель также может ссылку, то есть после того, как он открыл файл, он также может отправить ссылку ученикам в чат. То есть для того, чтобы им облегчить этот процесс, да, учитель может как бы заранее отправлять им нужный урок. Например, мы прошли арабский алфавит или там, например, тему мат прошли, учитель открыл эту тему, ссылку копировал и отправил в чат. То есть эта проблема очень легко решается. Далее, после того, как мы отработали чтение, сделали домашнее задание, выполнили электронное тестирование, начиная со 2-го модуля, в конце каждого модуля представлены суры 30-го джуза для чтения. То есть на протяжении всего учебного комплекса еще распределены суры для чтения. Весь 30-й джуз содержится вместе с QR-кодами и озвучкой для отработки чтения. Суры 30-го джуза. Они распределены не по порядку, то, как они в Коране, а именно по тому, с какой темой они связаны. Ну, условно, например, тема Матлин, значит, там сура Курайш и сура Балят, потому что там есть примеры на Матлин. То есть темы подбирались в соответствии, суры подбирались в соответствии с темой. То есть там есть какая-то перекликивается оно с темой урока. И по сложности чтения, то есть распределялись. Далее, к сурам, конечно же, также имеется озвучка, которую можно скачать по QR-коды. Целую папку можно скачать себе целиком, фонограммы 30-го джуза. Здесь эти суры можно использовать на 2-м году обучения, то есть их не обязательно проходить сразу. То есть здесь два варианта прохождения программы есть, об этом чуть позже я скажу. Либо же мы 1-й год обучения проходим полностью правила таджвида, то есть весь этот учебник за исключением 30-го джуза, либо же мы сразу растягиваем материал на 2 года. То есть и так можно проходить учебник. Далее. После того, как мы закончили модуль, предлагается самостоятельная работа, которая находится также в красном учебнике, в проверочной части. На нее дается ссылка. То есть после того, как ученик закончил параграф, закончил модуль, точнее будет правильно сказать, в конце модуля дается одна проверочная работа письменная. То есть если Google тесты, они у нас электронные, там нужно лишь потыкать на нужные ответы, то письменная работа, она также очень важна. То есть мы руками работаем, когда мы пишем, мы запоминаем самостоятельные работы, то есть письменная фиксация, она является важным элементом в обучении. Дальше, ссылка на самостоятельную работу тона, видите вот такую вот иконку, там рука, которая пишет. Далее, и вернемся вот к этому вопросу, к тому, что
как же реализован принцип от простого к сложному, почему нам нужно было вот так все темы запутать, почему нельзя было следовать общепринятому порядку, да, правил нун сукуна, мим сукуна, мады, чтобы они все шли по порядку, почему нужно было вот так придумывать какой-то новый порядок правил. На самом деле ничего здесь такого сверхъестественного мы не сделали или ничего страшного не сделали. Мы лишь разместили правила так, чтобы ученик максимально легко и комфортно перешел к чтению Корана. Давайте посмотрим на примере первого модуля. В первом модуле, то есть мы с вами хадис пророка, салям, да, еще раз вспоминаем: облегчайте и не осложняйте, радуйте и не отвращайте. И Ахмад Хадих Максуди также использовал этот принцип при обучении алфавиту. Дальше посмотрим на слайд. В первом модуле мы знакомим ученика с 3 темами. То есть он знакомится сначала, что такое мад, то есть долгие гласные. Далее он знакомится, что такое танвин и что такое таждид. То есть мад, танвин, таждид. Изучили мы эти 3 темы в первом модуле. И затем мы даем ученику подборку аятов. Эти аяты подбирались таким образом, чтобы ученик не встретил там других правил. То есть почему наша работа длилась так много времени? Потому что это такая ювелирная работа, когда нужно сидеть, искать, перетасовывать эти аяты, то есть из одного упражнения в другое, находить новые примеры, то есть неподходящие примеры убирать. Если вы посмотрим, да, обратно, то есть сначала мы дали слова, затем мы даем ученику уже смотреть, как же эти слова, они в аятах сочетаются. Аяты из 30-го и из 29-го джуза, как мы сказали, имеют они озвучку, и мы предлагаем ученику выполнить задание. Как вы видите, в задании также имеются цветные элементы, то есть вот это ассоциативное обучение, да, использование цветов, выделение, подчеркните, выделите в кружочек, обведите и прочее, оно на самом деле дает эффект. То есть если вспомним, как детки обучаются в начальной школе, собственно, это нас и сподвигло на использование этого метода. То есть наши дети, когда были в начальной школе, мы обратили внимание, что им дают в 1 классе, во 2 классе, в рабочей тетради, выделите, подчеркните и так далее. И мы подумали, почему бы это не использовать в таджвиде. И как видите, да, то есть мы предлагаем ученику: выделите буквы мад красным, танвин синим и таждид зеленым. То есть проработав вот этот текст, который ему дан, он уже хорошо начинает понимать, он уже видит эти правила. То есть основная проблема бывает какая? Что ученики не видят правила. И вот эту проблему мы решаем именно тем, что выполняем работу. Нужно работать, нужно прилагать усилия, усердие, и Аллах Та'аля обязательно поможет. Но если вы посмотрите, да, кто уже умеет читать, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва каваиба атробан. Ну, на первом этапе, то есть мы допускаем, чтобы ученики читали с окончаниями, потому что к теме вакф, к тому, как изменять окончание при остановке, мы потихонечку подходим к 3-му модулю. То есть на начальном этапе, если они прочитывают ва каваиба атробан, иншаллах, ничего страшного, да, потому что они учатся. Дальше, 2-й аят. «Ва халакнакум азваджа ва джа'альна наумакум субатан». Если читать вместе со всеми огласовками. То есть если вы прочитаете упражнение до конца, то увидите, что никаких правил, помимо мада, танвина, таждида, нет. И ученик, прочитав это задание, он чувствует удовлетворенность, то, что он смог прочитать. Он не увидел там каких-то страшных правил, какие-то непонятные знаки дополнительные. То есть это психологический такой барьер снимается. Дальше. Это был 1-й модуль. Во 2-м модуле мы знакомим ученика с такими темами, как лунные буквы, солнечные буквы. Мы даем понятие о том, что такое васлирование, и уже по итогу этих тем дается упражнение, в которых имеется мад, танвин, таждид, лунные буквы, солнечные буквы, васлирование. То есть в рамках этих 5 тем подобраны ему упражнения для чтения. Да? Опять-таки, если посмотрим 1-й аят, бисмиллахир рахманир рахим, иза руджатил арду раджан.
да, ученик читает, и он тоже спокойно, то есть начинает читать, и он понимает, что он читает коранические аяты, он не столкнулся с трудностями. То есть вот этот принцип от простого к сложному, наращивание материала как снежный ком, то есть каждый урок наслоение идет. И третий модуль уже, вы видите здесь на слайдах, даются упражнения 17-18, где уже нужно изменить окончание, но уже в рамках этих тем, которые он изучил в первом и втором модуле, то есть мат, танвин, таждид, лунные буквы солнечные, там арбуту, васлирование, и правильно теперь нужно изменить окончание. И уже вот начиная с третьего модуля ученик знает, как изменять окончание при остановке. То есть тема ваков в классических, скажем так, вариантах учебников, она в конце, мы вывели ее вперед, для того, чтобы ученик изначально научился правильно останавливать, потому что он привыкает к тому, что окончание не меняется, и затем ему бывает сложно изменять окончание. Поэтому тема ваков, она выведена вперед, в третий модуль, для того, чтобы ученик сразу научился изменять огласовку конечной буквы при остановке. Это вот принцип от простого к сложному, как реализован в нашей учебнике. Так, и, как я вам уже сказала, то есть в конце каждого тома имеется учебная нагрузка, то есть сколько аудиторных, лекций, практических занятий, общее количество часов и так далее. То есть это информация для преподавателей, для составления учебного плана. Далее, и остался у нас последний, третий том. Еще чуть-чуть про него вам расскажем. То есть если мы с вами хорошо усвоили, как выстроен вводный курс и основной курс, то структура проверочной части, она также легко и гармонично будет ясна. Так, далее продолжим, значит. Помните, мы с вами сказали, что после каждого параграфа ученику даются ссылки на домашнее задание, да, нарисованные домиком, и, соответственно, они отправляют ученика в домашнее задание. То есть одноименные параграфы, например, ученик изучал параграф 8.2 мат-мутасль, и домашнее задание он находит с таким же номером, с таким же названием аль-мадуль-мутасль. И задания также идут по нарастанию уровня сложности. То есть сначала прочитайте примеры, затем вы пишете в таблицу, выпишите из Корана, то есть упражнения направлены на различные механизмы памяти, то есть и устно, и письменно, и на слух, да, нужно воспринимать информацию. Также аяты имеют сопровождение, аудиосопровождение по QR-кодам, то есть можно прослушивать, прописывать, все нужно работать, одним словом, и устно, и письменно, и на слух. Далее, разнообразие, да, домашних заданий, то есть мы сказали, вот есть задание, где нужно в табличку вписать, в схему вписать, затем вот нужно перевести индийские цифры в арабские, да, то есть, как известно, в арабском, в Коране нумерация страниц и аятов, она не арабскими цифрами, а индийскими, то есть осваиваем мы также цифры. Например, есть задание, где соедините стрелками термины с примерами, то есть задания разнообразные, их на самом деле интересно делать. Далее, в конце каждого домашнего задания, естественно, приводится задание на освоение теоретической части, то есть нужно выписать правила и заучить его, да. Также нужно ответить на вопросы для повторения письменно, потому что письмо, то есть здесь и механическая память, и логика, все включается. И в конце модуля в проверочной части дается также резюме. То есть для того, чтобы, например, ученик взял проверочный том для выполнения домашнего задания, он мог пролистать в конец модуля и вспомнить, какие же правила он изучал. То есть у нас, как мы с вами помним, да, то есть теоретическая часть, она находится отдельно, но в проверочную часть мы все равно ввели вот эти резюме, которые подытоживают материал для того, чтобы при выполнении домашнего задания он мог вспомнить правила, которые были изучены им в уроке. Резюме. Они написаны таким сиреневым фиолетовым цветом. Далее. Самостоятельные работы, также они у нас разного характера, то есть где-то в виде тестов нужно выбрать правильный ответ, где-то нужно выделить цветом, да, вот, например, здесь задание на тамарбуту, выделите тамарбуту либо как Т, либо как Х, да, в зависимости от остановки или продолжения чтения. Также вот здесь вот предлагается выбрать правильный ответ, то есть в виде теста задания. Выполняем
самостоятельные работы имеются на каждое правило. Несколько правил, несколько модулей объединяются в одну контрольную работу. Ну, например, нун с сукуном 5 правил, да, объединены в одну контрольную работу. Или правила мат, там 10 правил мат, они объединены в одну контрольную работу, да, правила мим с сукуном. И завершает это все итоговая контрольная работа по окончанию всего курса. То есть здесь дана инструкция, да, время для выполнения которой 1:20, то есть на теоретическую часть 30 минут ответить на вопросы, то есть здесь вопросы разные, где-то нужно заполнить табличку, недостающие ячейки, написать удлинение, да, вот на какой счет происходит. И завершается это все, также имеется итоговое тестирование в Google формах, то есть и электронная проверка знаний, и письменная проверка знаний, она у нас есть. То есть мы со всех сторон, да, используем все ресурсы, все возможности для того, чтобы информация у нас хорошо усвоилась. И также в конце 3-го тома есть приложения. В этих приложениях представлены все правила таджвида в виде вот таких вот кратких схем с примерами. То есть дана теория, пример, обозначение и транскрипция. То есть эти приложения, они также нужны для повторения. Вот таким вот образом у нас выстроен 3-й том, то есть в нем находятся у нас домашние задания, самостоятельные работы, контрольные работы и приложения для повторения. То есть при выполнении домашнего задания ученик может вернуться и посмотреть нужное ему правило. Далее. За какой же срок можно освоить данную программу? В нашей онлайн-школе мы обучаем в течение 10 месяцев, то есть на освоение всего вот этого курса отводится 10 месяцев с нагрузкой 3 академических часа в неделю, то есть это 3 урока по 45 минут мы обучаем в течение 10 месяцев, 2 месяца, ну то есть там 9 уроков это арабский алфавит, и оставшаяся часть это 7,5 месяцев на освоение основного курса. То есть занятия проходят в классическом таком варианте, то есть первый урок – это новая тема, разъяснение новой темы, актуализация урока, отработка чтения, то есть по карточкам, по упражнениям в уроке. И второй час, да, обучения – это проверка домашнего задания, отработка чтения того, что ученик должен был дома выполнить. То есть 2 академических часа, 2-3 академических часа в неделю как минимум необходимо для того, чтобы достигнуть хорошего результата. 1 часа в неделю катастрофически мало, то есть за 1 час невозможно ни дать новую тему, ни проверить. Поэтому для того, чтобы освоить данную программу, необходимо 2 часа. Ну, мы в своей школе обучаем 3 академических часа. И второй год обучения – это отработка чтения сур 30-го джуза. То есть, получается, этот учебник, он рассчитан на 2 года. Первый год – это алфавит и основной курс, и второй год обучения – это отработка чтения сур 30-го джуза. То есть все эти суры, они уже там есть, то есть и не обязательно Коран, да, с собой как бы носить, можно носить учебник, и там же есть озвучка. Вот. И второй вариант, да, как можно проходить, то есть можно проходить в течение 2 лет, да, то есть можно растянуть этот курс на 2 года. Здесь как бы можно и так, это в зависимости от группы, то есть группы бывают разные, возраст нужно учитывать, да, нужно учитывать стартовый уровень и так далее. То есть программу, учебный план, учебно-тематический план прописан, его лишь остается под вашу конкретную группу использовать, в зависимости от того, сколько часов выделяется в неделю. То есть в идеале 2 часа. 2 часа как минимум необходимо для того, чтобы ученик на выходе умел читать, хорошо читать, не просто абы как, а хорошо читать Коран. То есть 2-3 часа в неделю необходимо на таджвид. Далее, ну и какую же, давайте подытожим нашу конференцию, какую же пользу для ученика получают наши ученики. Ну, в первую очередь, конечно же, они получают базовые теоретические знания по фонетике, по письму арабского языка, по правилам рецитации Корана, то есть таджвиду, да, то есть они преодолевают барьеры страха перед чтением Корана, то есть вот этот метод от простого к сложному, он снимает вот этот зажим, вот эти страхи, он облегчает им чтение, да, по милости Всевышнего, иншаллах, мы на это надеемся. Ученики приобретают навыки анализа аятов по правилам таджвида,
То есть они не только теоретически, да, подкованы, но еще они работают письменно каждый урок, анализируют аяты, делают разбор по правилам таджвида. Также они развивают в себе системное мышление, потому что учебник, он структурирован, то есть он имеет свою такую логистику, да, с ним нужно уметь работать, то есть ученик начинает мыслить системно, то есть у него уже в голове все как бы становится на полочке, да, урок, поурочная презентация, отработка чтения, то есть фонограммы, вот это все, оно работает системно. Также ученики, они мотивируются к тому, чтобы обучаться самим и преподаванию в будущем. То есть вот эти все хадисы, аяты, которые подобраны с этой целью, они действительно, мы надеемся, будут воздействовать на учителей, на учеников и учителей. Также ученики приучают и учителя тоже приучаются к ответственности и самодисциплине. То есть если не выполнил домашнего задания, да, здесь уже сложно. Но вообще здесь как бы оправдание ученика не остается на самом деле, что он не знал, не понял, еще что-то, потому что ему предоставлена вся информация, и письменная, и устная, и теоретическая, и фонограмма, вот все есть, только нужно работать. И самое главное, мы надеемся, что посредством этого труда, посредством этого курса ученики научатся читать Коран так, как он дошел до нас от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Какую же пользу для учителей есть от этой работы? Почему мы советуем приобрести наш учебник, почему мы советуем по нему попробовать обучать, нужно сказать, я вначале об этом не упомянула, то есть наше учебное пособие, оно внесено в список рекомендуемой литературы от Духовного управления мусульман Российской Федерации, то есть учебник является рекомендованной литературой для обучения на воскресных курсах при мечетях и мадресе и в институтах, то есть в учебных заведениях. Какая же польза для учителя? Ну, во-первых, учитель получает готовый комплексный материал, то есть ему не нужно искать информацию на стороне. Вся информация содержится у него в учебнике и на электронных ресурсах. Учебный план и нагрузка способствуют организации учебного процесса, что тоже немаловажно, потому что написать этот учебный план тоже необходимо время, да, когда нужно структурировать, составить план обучения своей группы и прочее, уже, то есть распределение, есть от чего отталкиваться. Дальше, междисциплинарный подход, который использован в нашей работе, он открывает возможности для учителя использовать разные инструменты для донесения коранических ценностей, то есть не только дать ему теорию, но и воспитывать ученика. Дальше, проверочные работы помогают контролировать и оценивать успеваемость учеников, то есть эти тесты электронные, письменные задания, самостоятельные работы, контрольные работы, они все показывают как результат, то есть как эффективность процесса обучения. Инновационные технологии, они экономят время учителя, то есть для того, чтобы написать на доске, придумать примеры, да, то есть время – это очень ценный ресурс для преподавателя, его катастрофически не хватает. Далее. Также мы надеемся, что новый метод преподавания таджвида служит фундаментом для таких наук, как арабский язык и толкование Корана. И в заключение мы хотим сказать, то есть я подразумеваю под собой всех, кто причастен к изданию этой работы, мы хотим сказать, мы выражаем благодарность Аллаху в первую очередь, который дал нам знания, силы, здоровье, терпение, настойчивость, благополучие и возможности для реализации и доведения этого проекта учебного комплекса «Новый метод преподавания таджвида» до конца. Мы желаем благословения и мир его посланнику, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, членам его семьи и сподвижникам, ибо он донес до нас слово Всевышнего, ничего не убавляя и не добавляя в него. Также мы выражаем благодарность нашим родителям, членам семьи, которым пришлось лишаться нашего внимания для того, чтобы эта работа вышла в свет. Мы признательны всем нашим учителям, наставникам, воспитателям, коллегам из числа преподавателей, имамам, которые давали нам ценные советы, нашим ученикам, конечно же, так как
А в течение всего этого времени огромное количество учеников участвовали в апробации данной работы за их усердие и терпение на этом пути, а также всем благотворителям, которые внесли свой вклад в издание этого труда. И мы надеемся, что новый метод преподавания таджвида станет весомым вкладом в развитие коранических наук, займет достойное место среди отечественной богословской литературы, обеспечит преемственность поколения и определит современный вектор развития исламских учебных пособий. Конечно же, безусловно, все люди ошибаются, и в нашей работе также могут быть ошибки человеческого характера, технического характера. Никто не застрахован от этих ошибок. И если мы достигли чего-то положительного, то это все по милости Творца. Если же мы ошиблись, то это наши человеческие ошибки. Поэтому просим у Всевышнего простить наши прегрешения, окутать нас своей милостью и принять наши благие дела. И благодарим Тебя, о Господь миров, за бесчисленные блага, которыми Ты наделил нас и остальных своих рабов. И еще раз информация о том, как приобрести это учебное пособие, как записаться к нам на обучение, вы видите на экране. Я посмотрю, есть ли вопросы ко мне. Так, вопрос вижу. Второй вариант обучения, сколько длится и какая там нагрузка заложена. То есть и первый, и второй вариант в общей сложности это 2 года обучения. То есть первый год обучения 10 месяцев это правила таджвида, и второй год обучения это отработка 30-го джуза и более длинных сур. Доступна ли отработка 30-го джуза онлайн? Да, в нашей онлайн-школе все доступно онлайн, отрабатываем онлайн через Zoom. То есть обучение в нашей школе проходит на платформе GetCourse, а занятия онлайн проходят через Zoom. Еще вопросы, если есть, пишите. Я пока просматриваю вопросы. Так, вопросов больше нет, я так понимаю. Или же задержка здесь экрана, и пока что они до меня не дошли. Заказать учебник можно в любую точку России, то есть в отдаленные деревни. Также мы отправляем, туда Почта России доставляет очень даже удобно. В течение недели, то есть в любое место, в любую деревню, в любое село, про города я уж не говорю, по посылочке доходит с одинаковой скоростью, скажем так. То есть с доставкой никаких проблем нет, альхамдулилля. Так, ну что же, вопросов я не вижу. Спасибо, пишут. Вам спасибо за то, что слушали, присутствовали на нашей презентации. И занятия у нас как для мужчин, так и для женщин есть. Так. Угу. Ну что ж, мои дорогие, вопросов я не вижу. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы видите мой контакт 6264, номер телефона, это мой личный номер, вы можете связаться, спросить, либо же что-то хотите сказать или дополнить, или выразить какие-то ваши мысли, слова и прочего. Это мой номер телефона, можете его себе сохранить, записать. Если вы хотите записаться на обучение, то видите номер телефона внизу, заканчивается 8383. Это контакты нашей онлайн-школы. Мы отвечаем и на WhatsApp, и на Telegram, как вам удобно. Так. Аллахның рәхмәте булсын. Амин баршабызга да. Сезгә дә бик зур рәхмәт баршабызга да. Бүтән катнашкан кешеләргә спасибо всем, кто участвовал, кто помогал нам во всей этой работе, потому что это не работа одного человека и не двоих, это огромное количество людей, которые помогали разными путями. Кто-то физически, кто-то морально, кто-то материально. То есть это труд, поэтому мы говорим мы, то есть не от себя лично. Альхамдулилля, все по его милости. Хорошо. Тогда я презентацию заканчиваю, потому что вопросов я не вижу. Большое спасибо вам за приятные слова благодарности. Пусть Аллах Та'аля воздаст всем благом в обоих мирах. Всем ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.